Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче мы говорили о истинном чуде. И вы сказали, что именно сам человек и является вот этим самым большим чудом. И настоящим чудом является свобода выбора человека. Выбор, который совершает каждый человек, будучи наполовину заведомо живым и наполовину заведомо мертвым. И вот это тот выбор, который дан нам от Бога. И что мы в каждом своем дне выбираем между тем, жить и радоваться, или же наоборот испытывать боль и страдания. И вы знаете, в связи с этим ты уже понимаешь, почему некоторые монахи говорили о том, что стоило бы все-таки в список грехов добавить такой грех, как плохое настроение. Вот многим людям кажется, что это все-таки что-то, что абсолютно не зависит от них, что это не поддается как-то контролю. И вот такой вопрос: так ли это на самом деле? И настроение — это то, над чем можно и нужно работать, или же… Давай начнем с простых вещей. Что человеку дает настроение? Вот, друзья мои, что поднимает вам настроение? Что делает вас жизнерадостными, довольными, веселыми? Вот у каждого свое. Да. У кого-то материальный доход, у кого-то какие-то успехи. Вот и впечатление. Впечатления, да. У кого-то хороший фильм или еще что-то. Но это все кратковременно. Так же? Все проходит, ко всему привыкаешь. А что человека делает по-настоящему счастливым? Внутренняя радость только вот Любовь это. Божья, Любовь друзья. Божья. И если человек ею наполнен, то уныния у него быть не может. Он всегда в радости, он всегда в любви, он всегда счастлив. И вот поэтому святые говорили, что грех человеку пребывать в унынии. Правильно? Да. Почему? Значит, над тобой, друг мой, властвует сатана. Когда ты в печали, когда ты озабочен, говорят, когда ж веселиться, столько всяких проблем. Мы не говорим о веселье. Веселье — это тоже от лукавого. Мы говорим как раз о любви Божией и о счастье внутреннем. Некоторые могут сказать, особенно в нынешней ситуации, сказать: столько проблем всего, о каком же счастье вы можете говорить, да? Могут же ж так некоторые сказать. Нужно Когда сострадать, беда печалиться. вокруг, проблемы только нарастают. И у каждого в жизни ситуация бывает. Бывает порой очень сложно. И разве это счастье? А я скажу так, друзья: когда вы наполнены любовью Божьей, вне зависимости от того, что происходит вокруг вас, с вашими даже родными и близкими, и с вашим телом, вы все равно будете счастливы. Счастливы от того, что вы в контакте с миром духовным, и от того, что лично вас Бог уже знает. Разве это не счастье? Разве это не прекрасно и не повод для хорошего настроения, так скажем, повод? А все остальное, да, проблемы, еще что-то, да. Но когда человек поддается, скажем, соблазнам или же такому запугиванию от сознания, и вот тогда начинается паника, проблемы, все на свете. Извините, простые вещи, даже вас не касающиеся, и, то, что вас никогда даже не коснется. Сознание так утрирует и так вас запугивает, что человек ни в радости, ни в печали, вообще нигде. Забиться под плинтус, как таракан, и сидеть там, не выглядывая на ясное солнышко. Что, не так? Да. Потерять волю к успеху на пути к цели, к жизни. Конечно. Да. И еще есть такое состояние, которое ни в радости, ни в печали, вообще никакое. Тоже хорошего ничего. Когда человек абсолютно равнодушен, говорят, он ровный, неровный, а нигде. Это тоже бывает в том состоянии, когда человек настолько уже зависим, что устал бояться, но нет сил сопротивляться.
и он уже сдается. И вот тогда он ни рыба, ни мясо. Вы знаете, Игорь Михайлович, когда-то, когда люди делились о том, что они чувствуют, будучи в состоянии депрессии, то они описывали именно это состояние, о котором вы рассказываете. Они говорили, так хочется вернуться к жизни, и ты думал, что же они скажут, что же такое вернуться к жизни. И они говорят, хотя бы испытывать хоть какие-то эмоциональные состояния. Конечно. То есть настолько ты Подавленное нигде, уже, настолько да. тебе никак, вот это вот внутренне, находясь в этом состоянии. И теперь понятно, что это в Это принципе очень тяжелое сильное. состояние. Но оно не просто тяжелое, оно вот пахнет безысходностью, знаешь. Вот настолько человек, Апатия к жизни, к этой и конечно, тяжело. бессмысленность здесь Вот что-то сам делать. себя загоняет в это, стремясь за чужим вниманием, а потом не знает, как из этого выйти. Почему? Потому что система его опустошает, и он в буквальном смысле слова как пустое ведро. Никакой. А вот еще, Игорь Михайлович, хотелось бы поговорить о химии настроения, о том, вот как ученые говорят, как гормоны влияют на наше настроение, на наше эмоциональное состояние. Знаете, даже наши зрители некоторые, они отмечают вот такой момент, особенно те, у кого есть заболевания, связанные с нарушением гормонального фона, в частности, там, болезни щитовидной железы и так далее, что вот вроде бы сейчас какой-то отрезок времени, ты чувствуешь огромную радость, ты чувствуешь изумление какое-то в безмолвии, просто жизнь полна красок. Потом вдруг наступает состояние агрессии, и люди поддаются этому состоянию. Затем приходит чувство вины и сожаления, что ты поддался на это состояние агрессии. И тут, конечно же, возникает вопрос, а влияют ли гормоны на, скажем так, эмоции, на сознание или все-таки наоборот? Я скажу проще. И сознание мыслью своей может вызвать какие-то гормональные изменения. И гормоны могут способствовать определенному настроению, тому же унынию, тому же страху, каким-то вот субъективным, скажем, таким ощущениям, да? Но давайте начнем с простых вещей, друзья. Весь наш гормональный всплеск длится не более 90 секунд. Вот всего лишь 90 секунд. Это максимально. Дальше гормон не действует. Возникает вопрос. А почему? Почему человек теряет самообладание так надолго, более 90 Совершенно секунд? правильно. Ведь 90 секунд, 1,5 минуты прошло. В нем уже химической реакции нет. Будь у него щитовидка, что угодно, неважно. А почему так долго человек злится? Почему так долго человек переживает, эмоционирует? В чем причина, друзья? Кто продлевает это Совершенно состояние, правильно. да? И бывает ли такое вообще, гормоны вот так вот, скажем, выплеснулись, скомбинировались, у человека начинает настроение меняться каждые 2 минуты, из крайности в крайность и тому подобное. И он ничего с этим не может сделать, потому что у него гормон. Просто услышал, наверное, от кого-то, кто поделился своим таким состоянием гормональным, впечатлился и повторил, и закрепил этот навык у себя. А здесь здоровье не имеет к этому никакого отношения вообще. Даже если у человека щитовидка, сахар высокий, еще что-то, да, может наблюдаться ухудшение работы сознания. Почему? Это все влияет на головной мозг, связь нарушается, и человек уже не воспринимает, скажем, настолько четко этот мир. Где-то сложнее какую-то задачу решить, еще что-то. Он чувствует как личность, что послабло его сознание. Это может быть, не вопрос. А где-то как угрозу воспринимает наш организм, допустим, слишком высокий сахар, или вследствие, опять же, гормональных изменений, щитовидной железы произошел всплеск, и человек чувствует как ощущение или как синдром ожидания, когда возникает чего-то нехорошего. Часто это бывает у сердечников тоже предчувствие, да, такое, как они называют. Но это все предчувствие на уровне гормонов длится не более, опять-таки говорю, 90 секунд, не более. А человек ходит, переживает, чего-то ждет и тому подобное. Опять и ассоциативно он на уровне своего сознания считал это состояние гормонального всплеска как какую-то угрозу. А почему не как гормональный всплеск? Простой вопрос.
А как что-то на уровне метафизики, да, Ну а как же, происходящее? конечно. Да, вот какая-то метафизика просыпается в человеке, там какой-то пророк очередной, который начинает: вот раз мне плохо, значит что-то произойдет. Везде все плохо в Или с мире, или… кем-то Мгм. произойдет, или еще что-то. И вот Мгм. он прям, центр Земли, Вселенной, знаешь, то есть вот где-то там на соседнем рукаве нашей галактики что-то произошло, я чувствую. Да? Ну, ребят, надо быть взрослее. Что здесь можно сказать? Я Мгм. скажу проще, друзья. За что платите, то и получаете. И благодаря вот этой информации, которую вы сказали, что от момента, по сути, возникновения мысли до вот этого вымывания гормонального отклика, выведения его из организма проходит 90 секунд, ты понимаешь, что есть же китайская пословица, которая говорит о том, что если ты зол, ты сосчитай до 10, а если ты прям очень зол, то сосчитай до 100. И получается, что как раз-таки вот это сосчитать до 100, по сути, это приблизительно 90 вот этих секунд, которые Знаешь, помогают тебе пережить вот этот всплеск. вот хорошо помогает китайская акупунктура. Мгм. Вот действительно. Вот при вот таких гормональных всплесках, когда тебя втягивает в эмоцию, берешь, допустим, ту же зубочистку и тычешь в какую-нибудь больную точку и держишь вот 100 секунд. И у тебя все пройдет. Почему? Потому что все твое внимание, друг мой, уйдет в ту точку, куда ты надавил. Только не дави там, где, в глаз, еще куда-то. Пожалей свое здоровье. Пусть еще Но послужит на внимание это будущее. переводит очень хорошо. И тогда ты начинаешь секунд через 15 понимать, что это всего лишь гормональный всплеск, что немножко это отразилось на твое восприятие. Сейчас Но оно пройдет, никоим да. образом это не какое-то предчувствие, ожидание или там еще что-то там, да? Это все оказывается очень просто и легко купировать. А вот еще, Игорь Михайлович, вы сказали, что человек услышал, допустим, симптоматику у другого Да. человека и примерил это на Зеркальные себя. нейроны никто не отменял. Вот. А оказывается, что очень многим людям с детства говорили такую установку о том, что ты болезненный какой-то, или же установки касательно их характера. Там, например, вот же ж ты там упертый, вот ты там козерог, с тобой бесполезно спорить и так далее. И Мгм. люди принимают вот эти позиции и, в принципе, Конечно. живут в Они соответствии с потом ними этим и оправдывают гордятся. свое Конечно. поведение. Вот совершает неправильные действия и уперто стоит на том, что он козерог, он так должен Мгм. действовать. Баран значит баран. С таким человеком разве можно иметь дела, потому что он просто баран, не потому что он козерог по знаку зодиака, а потому что он себе купил собственным вниманием и собственной жизнью вот такое негативное поведение и отношение к жизни. Ну что, разве не так? Как вы сказали, надо помнить, что в раю животных нет. Абсолютно. Да, да, что нужно Да. все-таки что-то менять Человеком надо в своей становиться жизни. и прекращать быть вот этими баранами, ослами и всеми остальными. Да. Человечество — это человечество, это не зоопарк. Но мы его превращаем в зоопарк, считая себя кто-то бараном, кто-то лошадью. Ну что, не так? Мгм. Это что, наши тотемные животные или что? А вот еще такой момент, Игорь Михайлович, относительно установок, особенно они возникают у людей, идущих по духовному пути или все-таки становящихся на этот путь. Есть такая установка, что в здоровом теле здоровый дух. И наоборот, что если дух твой здоров, то, соответственно, и тело должно подтянуться, как-то быть здоровым. И возникает Хорошо, вопрос. Татьяна. Вот у меня тоже возникает Много вопрос. даже вопросов. Очень много. Мгм. Назови мне хоть одного тех настоящих святых, кто был здоров. Кто? Наоборот, многие испытывали как раз-таки проблемы огромные с телом. Вот Но это тоже хочется. возникает. И многие же говорят, что чем больше проблем с телом я буду испытывать, в принципе, глядя на опыт этих святых, значит, тем более чистым, более святым я и буду становиться, пройдя через вот эти вот Или, болезни и проще страдания. говоря, гораздо легче вырваться из лап сатаны, да? Мгм. Когда тело уже на грани, человек становится более свободным. А всегда ли и вообще влияют ли, скажем, наши грехи, условно говоря, на состояние нашего здоровья? Так, грехи или болезнь? Скорее все-таки, наверное, такое внутреннее ментальное здоровье на здоровье физическое. Ага. Ментально, да, на поведение, на здоровье можно влиять, конечно, можно. Мгм. Опять эффект ноцебо. Мгм. Если мы начинаем на себя вешать болезни, мы никогда не выздоровеем. Вот знаешь, есть люди, которые всю жизнь лечатся. Мгм. У них О, да. цель
жизненного существования — это новые методы лечения. Им не нужно здоровье, им нужно лечиться. И они Вот. себе своим вниманием, ценой собственной жизни, они покупают новые методы лечения, потому что они больны. Мгм. Ну, раньше был такой метод лечения, он действительно применялся в основном в горных районах. Человеку давали тяжелый камень и заставляли отнести далеко-далеко в горы. Человек вот умирать собирался, а его заставляли. Знаете, что интересно? В 99 случаях с горы спускался здоровый человек. Круто. Круто, Вы конечно. знаете, мне просто вспомнилось, что в медицине врачи, которые работают с онкобольными, Мгм. вот у них есть такая практика, что как определяют прогноз онкобольного. И вот многие думают, что может быть там по метастазам, как они там, локализация их идет, или какая бы идет реакция на Ну, стадия химиотерапию, там, да. да. И меня очень удивило, что это определяется тем, как человек двигается. Ходит ли он в магазин, чистит ли он там зубы, принимает ли он там активное какое-то участие в своей жизни. Потому что если человек, получается, слег и поверил в то, что это конец для него, то ему не поможет никакая медицина, по сути. А когда у человека есть цель, как вот вы привели вот этот пример, да, с человеком, которого отправили с камнем, будучи больным, пройти вот Оно, это. знаешь, вот часто мне напомнило один случай, это случай из жизни. Один мужчина, ну уже будучи так в годах, скажем так, за 60, ему установили онкологию. Мгм. Пытался лечиться, но в конечном счете все методы лечения оказались неуспешны. И он уже со множественными метастазами находился уже на стационаре. Ну и доктора откровенно говорили, что ему осталось от силы недели 2, может быть 3. Он практически уже не ходил. Очень тяжело ему было встать, даже там 2 шага до туалета и тому подобное. И произошел несчастный случай. Погибает его сын с невесткой, остается внучка и больная бабушка. То есть его супруга, она тоже была больна. Тяжело у нее там с давлением, сахарный диабет был, тяжелая ситуация такая. И вот этот человек, он принимает решение все равно умирать. Пойду хоть немного помогу бабе, хоть вот просто посмотрю за внучкой, понаблюдаю. Ну и дальнейшее развитие этой истории уже глазами врача. Мой товарищ рассказывает, проходит несколько лет, появляется этот дед. Вот это самое Появляется. смешное. Он заходит таки провериться, понимаешь? И Говорит, это когда не я умру? воскресенье. Это не воскресенье, нет. Ясно. Приходит бодрый, нормальный мужик. Говорит, я бы все-таки хотел обследоваться, потому что у меня тут оно гнетет, что я могу как бы умереть, а у меня планы там внучке помочь там и тому подобное. Они его проверяют. Говорят, такое вот ощущение, что человек был болен, а потом он просто стал здоров. Вот как что-то убрало. Начали его расспрашивать, говорят, а что ты делал? Он говорит, да ничего, пришел домой. Мгм. Ну, говорит, тяжело, все. Говорит, первое, что я бросил лекарство. Потому что какой мне смысл пролонгировать вот эти мучения? Ну, и у него, как он говорит, было на заначке самодельное спиртное, самогон Мгм. так называемый, настоянный на разных травках. Но он говорит, все равно помирать, все равно дома, ночь. Пару стаканчиков на ночь, говорит, с утра, говорит, не принимал. Надо, говорит, бабке помочь, внучке. И вот человек в заботах и на волшебном зелье самодельном. Вот что помогло, неизвестно. Или плацебо, или зелье такое у него было. Но он пришел через несколько лет подтвердить то, что он здоровый. Ему доктора сказали, говорят, пока что в ближайшее время тебе туда не светит. Это факты из жизни. Здорово, ведь Абсолютно необъяснимой медицины. вот, это правда какие-то… Вот мы говорили про чудеса некого плана. Это действительно, насколько, если у человека есть цель, то возможны даже самые Совершенно чудодейственные правильно. сценарии, которые кажутся нам в этой Ну, трехмерной он жизни. начал другую жизнь, перестал покупать себе смерть и все И остальное. вот это ключевой вопрос от наших И зрителей. у него появилась цель, Вот. к которой нужно идти. А это самое-самое важное. Вот знаешь, почему у многих, вот даже простое скажу, не то, что там, я молчу о духовных практиках, молитвенные практики у людей банально не получаются.
И у них просто вот в голове Бог знает что, эмоции колеблются, вот как мы с тобой обсуждали, то от злости, то в смех, пока человек в молитве пребывает. И у него куча дел всплывает в голове, которые ему надо сделать, а человек же читает молитву. Ну как же ж, ну вот. Знаешь почему? Почему? Потому что цели нет у человека. Вот. Не стоит все-таки духовная цель. Конечно. Обманывает то, что он идет по духовному пути, вроде бы, да? Ну, это Самообман. знаешь, происходит какой-то толчок. Вот что-то человека подбивает действительно заняться своим духовным развитием. И вот человек делает выбор. Он идет там в церковь, ну, неважно, в синагогу, в зависимости от религии, к которой он имел отношение или большинство людей имеет вокруг него. И вот он начинает двигаться по пути духовному, а потом это становится обыденным. Он не отказывается, но это обыденно. Формальностью становятся все эти Совершенно вещи. правильно. Это так же, как вот раз в неделю там сходить куда-то там, встретиться с друзьями, понимаешь? Вот он с утра идет в церковь, а после обеда на вечер идет играть с друзьями в покер, попить пивка, понимаешь? Вот настолько это все рутинно становится. И поэтому нет никаких продвижений, нет никаких, ну, скажем, изменений в жизни человека. Ну, все такое вот обычная жизнь, говорят, знаешь. А что значит обычная жизнь? Вот мне всегда вот это выражение больше всего нравилось. Вот иногда спрашиваю, как-то так, обычная жизнь, вот живу, как всегда. Как всегда это как никак. День сурка, как белка в Конечно, колесе. человек, Так знаете, же, как вчера. должен жить? Каждый день, каждое мгновение лучше и лучше. Если нет улучшения каждое мгновение в твоей жизни, друг мой, ты не живешь. Ты просто эксплуатируем. Вот как раб, как осел, которого, скажем так, загоняют в нагрузках до конца его дней. Разве это жизнь? Если у тебя нет улучшения, нет… Динамики вот этой внутреннего роста. такого, Совершенно да? правильно. А чем она измеряется? Счастьем, жизнью. То есть именно чистотой любви, которую не только ты отдаешь, но и получаешь. Да я понимаю, вот у многих проблемы, и не все могут даже прочувствовать, что такое любовь. Но к этому стремиться-то надо. Понимаешь, вот не бывает такого, если человек себе ставит реально цель, чтобы он этого не достиг. Ну не бывает. Нигде, ни в спорте, ни в жизни, ни в бизнесе. Ну, разве что несчастный случай или независимые от него обстоятельства могут прервать это все. А так, если человек ставит себе цель, он обязательно этого добьется. Для меня очень назидательный был пример, который вы приводили однажды, про спарринг двух людей, один из которых был начинающим, собственно, спортсменом, а второй — мастером спорта. И как… Ну, примеров я много рассказывал. Да, и меня действительно очень впечатлил этот пример целеустремленности, скажем, такого новоиспеченного. Я понял. То есть здесь как Борца. раз о человеке, который поставил цель. Да. Да, у нас был такой разговор, и когда-то я это рассказывал. Ну, расскажем и нашим друзьям. Раз тебя впечатлил, и сейчас ты это все нашла в своем багаже, значит, может, и людям поможет. Что значит поставить цель? Вот действительно, к которой ты действительно стремишься. Это должна быть цель всей твоей жизни, смысл твоего существования, друг мой. Простой пример, он не касается духовного развития, но он касается возможностей человека. Когда-то давно мы занимались спортом, ну, была у нас секция, она была достаточно популярная, как говорится, даже чересчур. Но смысл в том, что к нам приходили не только спортсмены, но приходили и люди с улицы. Как всегда, друзья друзей, знакомые знакомых. И вот завелся у нас молодой парнишка, ну, лет 19 ему было, где-то так, который вот хороший парень, но это уличный пацан. Ну, это чтобы понятно было. Он жил по уличным понятиям, но к спорту не имел никогда никакого отношения. Но когда он увидел, как изменился его друг, ну, естественно, ему тоже захотелось. Но мы занимались как раз в спортивном комплексе, где было много других залов, других, скажем так, секций по разным направлениям. И буквально там двери в двери с общей раздевалкой у нас занимались дзюдоисты. И там был ведущий спортсмен, он мастер спорта.
Мастером спорта он был по дзюдо, он был ведущий спортсмен у них, и кандидатом был в мастера спорта по боксу. На то время ему было 28 лет, хлопчик. Ну, мы друг друга хорошо знали. И он обладал таким вот, знаешь, вот язвительным сарказмом. Он не вредный, но он настолько вот цеплялся, знаешь, вот, ну, вот есть такие люди, они не со зла, но так вот хочется вот почему-то их, ну как это мягко сказать, в общем, Одернуть. одернуть, да. И иной раз сильно хочется за Одернуть. их язык. Но они не со зла. Вот, ну просто такой вот человек, скажем так. И получается, что мы-то к нему привыкли, к этому мастеру спорта, а этот молодой уличный парень. И вот они в Получает первый раздевалке, опыт да, в раздевалке, коммуникации они с ним. первый раз с ним познакомились, с этим мастером спорта. И тот вот этот молодой парнишка на сарказм этого мастера спорта, ну, естественно, Вспылил. еще как. Почему? Потому что по уличным понятиям так нельзя говорить. Ну и чуть оно не дошло до столкновения, ну, я вмешался, уже говорю, так, стоп, ребята, говорю, ну, во-первых, у одного шанса никакого нету, вообще никакого, как ни подходи к этому. А другому говорю, ну тебе же стыдно будет, говорю, ну как ты, вот ты, говорю, задираешься. Я говорю, еще в детский садик пойди и начни, говорю, вот драться с детворой. Ну, уровень мастера спорта, да, и и человека, который вообще рядом не был. Да, на улице он буцкался, но извините, когда уже профессионалы, Есть техника все-таки, да, преимущество инструменты огромное. определенные. Ну и весовая категория у мастера спорта чуть-чуть она выше. Антропометрические данные где-то схожи, но масса побольше была у мастера спорта, причем не жировая, ну, поэтому шансов ноль. Я предложил, смотрю, этот молодой завелся, ну я предложил компромисс. Я говорю, слушай, не горячись. Вот если я говорю, хочешь, давай, говорю, сделаем так. Я предлагаю 3 месяца твоих тренировок, мы тебя подготавливаем, даем тебе начальную базу, и ты выходишь уже не с пустыми руками. Я говорю, ну если вот мастер спорта согласится. Мастер спорта говорит, да хоть год. Говорит, пожалуйста. Говорю. Ну этот же парнишка, я, говорю, готов. Я говорю, ну готов, хорошо. Только я ему говорю, ты же смотри, тренировки будут жесткие. Если ты действительно хочешь не опозориться, а хотя бы достойно простоять хоть один раунд, причем договорились, ну это тогда не было такого понятия, как бы и без правил, вот ММА там и тому подобное. Ну где-то мы договорились вот в таком ракурсе. В общем, смесь, Вольный стиль. да, ну или проще говоря, уличный бой, да. И вот оно здесь же все равно закладывается навыки. Это ж рефлексы, которые у одного нарабатывались годами, а другой раз в пятилетку где-то там по носу получал в подворотне. Ну, разница есть. Ну, этот молодой сказал, я готов. Мне было интересно, насколько он готов. Нагружал. У нас, еще раз скажу, что ну, многие помнят еще, наша секция, она имела чрезмерную популярность порой. Заходишь в спортзал, там встать негде, не то что заниматься. Ну, даешь нагрузку, на следующий день половина спортзала свободных. Ну, вот я ему давал нагрузку, даже порой ненужную, чрезмерную, просто вот сломать психологически. Интересно, где его порог? Мне понравилось, что парень не ломается. Все держал достойно. У него действительно была цель не опозориться. Не убежать, не опозориться, хотя бы вот выйти. Ну, прозанимался он 3 месяца, через 3 месяца вышел. Знаешь, сколько продлился их спарринг? Около 6 секунд. Вот это так. Мастер спорта неожиданно упал. Ну, после того, как поднялся, немножко в голове прояснилось, говорит, это случайность. Ну, он сразу говорит, случайность, этого, говорит, не может быть, говорит. Говорит, еще раз. Ну, молодой говорит, давай. Ну, уже около минуты мастер спорта продержался, потом встает, пожал руку, и они стали хорошими друзьями. Это смысл как раз от этого всего рассказа, он сводится к тому, что если человек действительно ставит себе цель, действительно по-настоящему, не играючись, и если это самая важная цель в его жизни, он этого добьется.
Мне знаете, что запомнилось? Что вы когда-то еще ж говорили, что он приходил на тренировки, вот этот Да, мастер вот это. спорта, и он Он подтрунивал, и где-то потрунивал, да. смеялся, но человека это не останавливало. И для меня, вот вы хоть сказали, что эта история, в принципе, как к духовному особого отношения не имеет, Не но имеет. такая серьезная параллель с работой внутренней над собой, ни критика на тебя И не вот влияет, здесь ни И вот здесь ты насмешки абсолютно окружающих, права. Несмотря на ничего. то, что этот мастер спорта в течение 3 месяцев его приходил троллем, Мгм. а он не имел права отреагировать, Мгм. потому что это договор. Он не испугался ни чрезмерных нагрузок, ни боли, ничего. Он наработал навыки, он пришел и победил. Любой человек может победить. А знаешь, почему проиграл мастер спорта? Почему? Надменность. Самонадеянность, да. Он не изменил ни режима Расслабился. Мгм. тренировок, ничего. Все, что он видел, когда он приходил, а этот паренек занимался. Все, что он видел, базовая техника и повтор. На самом деле мы ему подготовили 2 контрприема в дзюдо, не прием, а контрприема в дзюдо, и всего лишь поставили 2 удара в боксе. Все. У нас было 3 месяца, мы не могли больше. Мгм. Но мы поставили на рефлекс. И это сработало. Мгм. Ну, понятно, здесь немножко шахматы еще. Если бы этот мастер спорта не был столь высокого мнения о себе, ну, у паренька бы шансов не было. Просто б не было. Еще мне очень запомнилось, как вы говорили, что бокс — это искусство уходить от атаки. И эта Конечно. параллель такая огромная с работой над собой. Но опять, что значит искусство уходить от атаки? Для того, чтобы понятно было. Если человек уходит в такой жесткий блок, и против него работает ударник, даже не нокаутер со слабым ударом, это чтобы было понятно, а человек защищается, не отходит и не атакует, то даже вот этот ударник, даже со слабым ударом, он его все равно забьет. Почему? Потому что частота нанесенных ударов, оно все равно и через блок передается сотрясением. Мгм. И все равно человек утратит и равновесие, и уснуть может среди ринга. А для того, чтобы этого не было, нужно быстро менять позицию. Так и в духовном плане получается. Абсолютно. Мгм. А вот смотри, все фрактально. Мгм. Разве не так? Если тебя атакует система, а ты просто мысли нападают, плохое настроение, еще что-то, вот неудача вот везде, и ты это слушаешь и поддаешься, значит, ты находишься, друг мой, как раз в жестком блоке. А тебя дубасит сама система, забьет, и никуда ты не денешься. Нужно что делать? Сменить позицию. Правильно. Мгм. Отходи в сторону, и пусть она Переключайся. проходит мимо. Мгм. И тогда победа будет за тобой. А вот если еще переносить это на тему, вот мы затронули точно так же тему здоровья и того, что покупает, какие Конечно. установки себе человек. Ведь тоже наши участники говорят, что действительно очень часто мы, не знаю, выйдя из одной болезни, тут же получаем новую болезнь. И как 100%. разорвать вот эту цепочку? Получается, что таким же способом нужно перестать покупать вот эти Если болезни, человек, да, сменить. вот здесь есть один момент. Если человек себе ставит цель быть здоровым, Мгм. то система его втягивает в бесконечный круговорот различных методов лечения Да, в да, погоне да. за здоровьем. Друзья мои, вот здесь круг разрывается, вот этот порочный, очень легко. Поставьте себе цель жить. Жить. Не здоровье, жить. Здорово. Победить можно кого угодно, кроме дьявола. Невозможно. Он часть этого мира и часть вас. Бороться можно с кем угодно. Попробуйте бороться сам с собой. Это что, правой рукой мы будем выкручивать левую? Или как? Или будем наносить себе удары в лицо? Убивать себя, по сути, да? А Вот что, такое нет? А саморазрушение. разве не этим мы Мгм. занимаемся? Мгм. И порой мы этим занимаемся целыми днями. Мгм. Разве мы не разрушаем себя, собственную жизнь? Разве мы не лишаем себя жизни? Разве мы не перечеркиваем себе будущее? Мгм. Каждый день оплачивая собственной жизнью тот вред, который мы наносим сами себе. Мгм. Разве не так, друзья? Ведь это ж так. Мгм. Зная, понимая, что мы делаем неправильно. Да, можно простить тех, кто не знает, а тех, кто знает, тех, кто и нас слушали, тех, кто включали мозги и анализировали то, о чем говорили святые, тех, кто понимают,
сам механизм этого мироустройства. Мгм. И тем не менее продолжают наносить себе вред. Как это объяснить? Мгм. Чем? Кроме рабства ничем. Ну, если человек уже раб, и он с этим смирился, это его выбор. Мгм. Здесь можно лишь посочувствовать тому неоперившемуся ангелочку, который настолько слаб и настолько люто его сознание, что, как знаете, дикий волк загрыз цыпленка. Здесь ничего не сделаешь. Вот еще, Игорь Михайлович, мы коснулись немножко темы святых отцов церкви. И вы знаете, некоторые святые отцы церкви говорили, что по сути вот все вот эти испытания, болезни и так далее — это даже благоволение какое-то Господнее. И вот в частности старец Паисий, он говорил о том, что вот в эти моменты страданий и болезней он, ну, скажем, в духовном плане получил больше пользы, чем за весь опыт свой аскетический до вот этой болезни. И многие Да, говорят о том, что когда вот этот внешний человек, он страдает, внутренний он, наоборот, обновляется. конечно. А почему это Почему это происходит? происходит? Вот мы с тобой в унисон даже сказали, Мгм. почему это происходит. Ведь многие наши друзья тоже это отмечали, об Да, этом да. говорили. Когда наше тело, оно заболевает, Мгм. система ослабляется. И человек как личность получает больше свободы. А извини, какое бы больное тело ни было, пусть оно даже при смерти разлагается, неважно. Пока есть личность и есть у личности контакт прямой с душой, ведь, извините, на этот контакт ни на личность, ни на душу болезнь не влияет. Мгм. Она влияет на тело, на взаимосвязь с сознанием. И Мгм. вот здесь ключевое — на взаимосвязь с сознанием. Когда человек болен, особенно тяжело, то ослабляется давление или доминирование над личностью нашего сознания. И здесь практики действительно начинают получаться намного лучше. То есть, по сути, человек не обделен в духовном плане, а для Нет, него это, в принципе, возможность этот большая механизм, еще. этот механизм как раз заложен для тех, кто всю дорогу шел, и осталось чуть-чуть, шаг до финиша, а у него уже сил нет. И вот этот механизм заложен для того, чтобы он смог прыгнуть. Понимаешь, вот для прыжка. Ведь с годами у людей со здоровьем тоже часто происходят вот эти, скажем так, траблы, и многие утрачивают здоровье. И Конечно. получается, что это в какой-то степени аккумуляция такая для вот этого духовного Все прыжка. равновешено. Интересно. А почему же тогда такое разное отношение у людей к болезни? Потому что есть те, кто наоборот, для них болезнь является препятствием, им сложные Конечно. практики духовные выполнять, и они слетают и не могут Потому потом что вернуться. есть люди, Мгм. которые свободны. Мгм. Они чувствуют себя, знаешь, вот действительно ангелом. У него он чувствует свои крылья, он чувствует каждое перышко своего тела. Ну, если мы говорим ассоциативно, об образе ангела, навязанном нам религиозными организациями. Мгм. На самом деле ангел — это не птица. Но ассоциация у нас же идет с птицей, Окрыленным вот этим окрылённой. чувством, Да. состоянием. Так вот, неважно, пусть ассоциативно человек себя чувствует этим ангелом, он стремится взлететь, он стремится сбросить эти оковы тела, вырваться, и для него это шанс. А если человек, ну, раб сознания, и болезнь для него — это дополнительная нагрузка. Мгм. Она еще больше его подавляет как личность. Человек вообще он не разделяет, он не понимает, что он личность. Если он себя не воспитывал, если он не боролся за себя, если у него нет практического опыта, он считает себя телом, которое разрушается. И кроме паники, жалости, ну и всего остального в человеке нет. Хотя должен сказать, что у некоторых больных в определенный момент, ну, человек даже был атеистом, знаешь, в церковь ходил за компанию или еще так крайне редко. Ну, иногда, когда животик болел, там он вспоминал какие-то молитвы, которые ему бабушка рассказывала. Ну, в общем, как всегда, знаешь, такой типаж. Но при заболевании они получают свободу личности, и это дает им толчок. И вот многие с болезни выходили именно людьми
твердо стоящими в духовном пути. А многие люди, к сожалению, поступали наоборот. Вот простые примеры, и кто этого не знает, скажем так, а многие это переживали, тем более с вот этой модной болезнью, которая сейчас прошла по всему миру, да? Знаешь, сколько людей, практически умирая, когда уже врачи вот говорят, шансов ноль, и человек понимает, что шансов у него ноль. Он на аппаратах, все отказывает, препараты не действуют. Ну, практически безысходность, обреченность. Но он живой. И вот здесь вот многие начинают хвататься, знаешь, как утопающие за соломинку, хоть за что-то. Они начинают искать в себе Бога. Вот действительно путь к Нему. И находят. Происходит вспышка. Они начинают буквально, знаешь, этот диалог с миром духовным. И происходит чудо. Они начинают выздоравливать. И как только первое выздоровление у них идет, появляется положительная динамика. Как только доктора говорят, слушайте, да у него есть шанс, и вот здесь люди, они клянутся Богу тем, что будут вечно Ему служить, вот что цель только духовная. И все, они настолько будут верны миру духовному, вот как никто до них. Знаешь, что самое забавное? Как только симптомы ушли, и человек вернулся в жизнь, свои слова он забывает. А знаешь почему? Потому что дьявол силен, а человек глуп. Но он, вот если бы он знал, лучше бы он молчал. Почему? Потому что тот, кто поклялся Богу и получил результат, а потом просто обманул Бога, он будет наказан в 2 раза больше, чем тот, кто молчал. По сути, ты спас свое тело, потому что ты жизнь выбрал, потому что ты близок был в этот момент. Здесь срабатывает побочный эффект. Побочный эффект — это всплеск энергии. Я скажу проще. Вот из-за этого и началось вот это вот, ну, скажем так, культурно выразимся, вот это заблуждение, что в здоровом теле здоровый дух, да? Или там здоровый дух, он дает здоровье телу, что духовность оздоравливает. Ну, это так вот, то, что бродит в головах у Духовный людей. смысл болезни. Почему? Когда происходит вот духовный всплеск у человека, который уже, извини, он уже не то что одной ногой, он уже большей частью в могиле, то происходит резкий выброс энергии. Аллат — это не шутки. И вот здесь, да, включаются наши резервы организма, ну и все, и человек начинает выздоравливать. То есть понятно, механизм это простой. это концентрированное. Совершенно правильно. Но потом из-за слабости человеческой человек просто забывает данные обещаниям Бога. Почему? Все ж наладилось. Правильно? Это часто и густо такое. Зачем ему потом напрягаться? Он даже не помнит и не хочет, и боится вспоминать это. Он боится этого вспоминать, знаешь, вот как… Чтобы не повторилось. Чтоб, не дай Бог, не повторилось или еще что-то. Ну и мало ли, что он в бреду сказал, да? Но зато теперь понятно, почему очень многие святые отцы даже наоборот молили Бога, чтобы Он не даровал им исцеление. Но отсюда тоже пошли перекосы о том, что Тоже перекос. если ты испытываешь боль и страдания, что ты становишься чище, Ты духовный, становишься более когда ты святым. мучаешь собственное тело. Чем ты становишься духовный? Из-за чего? Из-за того, что себя там розгами там хлестаешь. В чем духовность? Ну это мазохизм, друзья, извините, это не духовность. Ну что, не так? Ну, перегибов много. Еще, Игорь Михайлович, наши зрители просили следующий совет. Безусловно, во время того, как тело болеет, испытывают сложные какие-то там состояния, и бывает, что атакует очень сильно сознание, и они, естественно, хотели бы выполнять духовные практики. Но вот сознание рекомендует им выполнять, например, такие практики, как четверик или пирамида. Ну а что ж сознание может порекомендовать? А теперь давайте подойдем к этому по-взрослому с позиции физики. Да? У человека идет интоксикация, организм болен, и так масса проблем, и он начинает выполнять четверик. Да? Ну, для тех, кто не знает, почитайте, это описано в книгах, в том числе и в «АЛЛАТРА».
А для тех, кто знает, скажем проще, он начинает играть с эмоциями, да, которые, Активировать конечно, которые его конструкции. захлестнут. Это улучшит состояние человека или ухудшит? У Когда больного столько человека. саккумулировано Конечно, силы, вот такая концентрация идет. конечно. Единственная допустимая практика — это лотос. Так же, как вот при болезнях, если мы берем святых, что они начинали? Даже те, кто всю жизнь пребывал в Иисусовой молитве, они усиливали ее. Да. И Но чувствовали усиливали внутри. ее не языком, а чувствами. Да, да. Она переходила от языка к сердцу. И вот сердечной молитвой они уже это и достигали. И почему, когда человек заболевал, то ему проще было, особенно тяжело заболевал, именно сердцем творить молитву сию. Ну, в принципе, тот же лотос, скажем, И расценивали это как огромную духовную помощь. как дар. Мгм. Поэтому они не хотели выходить с болезни. Друзья мои, ну болезнь, не болезнь. Ну, с другой стороны, знаете, вот зачем болеть, чтобы прозреть? Ну, я понимаю, да, первый опыт, многие вот опять-таки сознание некоторым рассказывают, что они не могут получить первый опыт, потому что потому что сами не знают почему. Да нет причин, почему они не могут. Потому что не уделяют внимания. Потому что, извини, ну, хочется, знаешь, вот на халяву, есть такое выражение, сразу и все, и побольше. И сразу бодхисаттва и что-нибудь еще, да? И царство придачи. Ну вот так у нас работает сознание. Найти короткий маршрут такой. 100%, да. А если человек действительно хочет, если он чувствует, если у него есть стремление, и он как личность, он понимает, что он не овечка, не баран, и не просто смертное двуногое существо, а он человек. Если он чувствует потребность, то нет ничего сложного, чтобы научиться любить. Нет ничего сложного, чтобы увидеть внутри себя источник этого света, благоухания и любви внутри самой конструкции. И просто направить свою любовь туда. И вот в каком настоящем святом источнике происходит настоящее исцеление человека. Исцеление как личности. Жизнь дарующая. Правильно. И вот это самое важное. А болезни тела должны лечить доктора. Правильно? Уныние — это признак или лицемерия, или рабства. Знаешь, вот опять зацепили лицемерие. Почему именно уныние — признак лицемера? Потому что они в церковь ходят, они такие набожные, что готовы сковородкой человека побить за то, что он вот не так глянул на иконку или еще что-то, или, не дай Бог, что-то сказал, да? Вот такие они прям набожные. Лицемеры. Поэтому и уныние, поэтому и злость. А когда человек живет в любви Божией, в нем радость, в нем счастье. Он не кого-то контролирует, а самого себя контролирует. Совершенно правильно. Контролирует И свое вот здесь сознание и правильно. выбирает жизнь. И что происходит? Когда человек под властью сатаны, он из человека делает эгоиста. В материальном плане. Все мое, моя игрушка, все. И мы видим, как дети развиваются. От открытых, свободных, которые только родились, скажем, только чуть-чуть начинают общаться. Они открытые, добрые. И чем он старше становится, тем больше в нем проявляется кто? Эгоист. Ну, за редким исключением. Разве не так? И этот эгоист, особенно поддерживаемый родителями, друзьями, он становится кем? Рабом шайтана. Все очень просто. А что дает? Как раз эгоизм духовный. Вот смотри, как отзеркалилась система. Вот эту цель, когда ты не Правильно. обращаешь внимания ни Ни на на что происходящее, а уверенным шагом идешь к своей Конечно. цели. Ты генерируешь любовь и посылаешь ее к миру духовному. А что взамен ты получаешь? Счастье и радость. А когда ты живешь, извини, любовью Божией, то в тебе звучит бесчисленное число ангелов, поющих прекраснейшую мелодию. Но разве это не так?
Как может быть человек грустный, который испытывает любовь, посылаемую от мира духовного? Как он может быть несчастным, если он в любви Божией? Никак. Когда рядом с ним самый лучший собеседник, которым является любовь. 100%. Поэтому, друзья мои, давайте учиться любить, если мы этого не умеем. А начнем с простого. Давайте любить друг друга. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо. Огромное спасибо. Вам спасибо, друзья.